стенах музыкально-драматического театра имени Мухтумкули витает дух великого искусства. В честь 185-летия Петра Ильича Чайковского Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением заслуженного артиста маэстро Расула Клычева подготовил для публики Ашхабада программу «Голос русской души». Это отражение того, что творческий гений преодолевает время и границы. Творческая суета закулисья – это последний штрих перед погружением в мир русской классики. Этот вечер, организованный при содействии посольства Российской Федерации в Туркменистане и Министерства культуры, это не просто концерт, а мощный акт культурного диалога, подтверждающий, что музыка – универсальный язык мира и доверия, способный стирать любые границы и строить прочные мосты между народами. Провозглашенная Организацией Объединенных Наций, международный код мира и доверия. Недаром говорят, что музыка является одним из тех чудодейственных инструментов, которые сближают людей, вызывают у них стремление к самосовершенствованию и воплощению высоких нравственных идеалов. Идея организации в туркменской столице концерта, приуроченного к 185-летию Чайковского, зародилась в рамках международного проекта «Дипломатические нотки», реализуемого под патронажем Светланы Мирабовны Рамишвили, яркой представительницы народной дипломатии, инициатора культурных мероприятий подобного рода. Музыкальный вечер, посвященный великому гению Петру Ильичу Чайковскому. Проект «Дипломатические нотки» зародился давно. В рамках этого проекта прошло много мероприятий. Основателем этого проекта, духовным вдохновителем и человеком, который всегда непосредственно участвует во всех мероприятиях, связанных с этим проектом, является моя супруга Светлана Мирабовна. Сегодня в этом замечательном зале мы чествуем великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его произведения до сих пор звучат на лучших мировых сценах. Гений Чайковского – это бесконечная палитра чувств, от драматизма оперного накала до светлой лирики балетных сцен. Государственный симфонический оркестр Туркменистана под руководством Расула Клычева, а также лучшие солисты и хор дарит публике Ашхабада настоящий музыкальный марафон. В программе самые яркие жемчужины – от величественного полонеза и лирических арий из опер «Евгений Онегин», «Чародейка» и «Опричник» до мрачной, но захватывающей интродукции и дуэтов из «Пиковой дамы». Кульминацией станет грандиозная сюита из балета «Лебединое озеро». Для каждого артиста это не просто концерт, это настоящая исповедь. То, что вы видите и слышите, это не просто исполнение, это кропотливый труд и безграничная любовь к музыке. Здесь в результате мастерства наших музыкантов рождаются настоящие шедевры Чайковского. Классическая музыка – это язык, не требующий перевода. Она способна исцелять душу и дарить надежду. В каждом аккорде, что сейчас звучит в зале, зашифрован глубокий смысл, который стирает границы между народами и объединяет нас всех в едином порыве, стремлении к красоте, гармонии и любви. Для меня это большая честь исполнять музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского. И на этом концерте мне досталась большая честь исполнить скрипичное соло из балета «Лебединое озеро». Но вместе с этим это большая ответственность исполнять такое сложное соло. И я надеюсь, я нашла место в зрительских сердцах.
Примером удивительной духовной близости и бескорыстной поддержки можно назвать 13-летнюю переписку Петра Ильича Чайковского и Надежды фон Мек. Это уникальная связь, в которой композитор и меценат обменялись тысячами писем, но ни разу не увиделись, была искусно вплетена в программу концерта. Между номерами артисты Пушкинского театра читали избранные отрывки из их трогательных писем. Сперва я подумал, что это безумие, но потом эта мысль так захватила меня, что я немедленно приступил к сочинению. Мой бесценный друг, я восхищена вашей идеей. Онегин – это святая книга, а ваш замысел трогает меня до глубины души своей искренностью. Я счастлива, что ваше творение получило такое признание. Исполнение государственного хора Туркменистана под руководством Хайдара Эминова стало одним из самых ярких моментов вечера. Их талант в сочетании с мастерским, виртуозным исполнением симфонического оркестра поистине подарил публике Ашхабада незабываемое погружение в оперный мир. Сегодня, на мой взгляд, очень успешно прошел концерт Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева. Эта идея родилась в рамках нашего проекта «Дипломатические ноты», который успешно осуществлялся в различных странах. И мы решили продолжить этот проект в Туркменистане. Я очень рада, если зрители, которых мы пригласили, получили максимальное удовольствие от великой гениальной музыки, которая продолжает звучать на различных сценах мира. Сегодня подключились еще артисты драматического театра, и мне кажется, очень органично, очень гармонично все это звучало. Вот такое сочетание поэзии и музыки. Мне очень понравилось. Чайковский – это музыка, которая объединяет. В Международный год мира и доверия культура – это лучший посол. В этот вечер в Ашхабаде звучала русская душа в туркменской оркестровой интерпретации. Этот симбиоз бесценен. Музыка Петра Ильича Чайковского – это и есть голос русской души, который нашел самый горячий отклик в сердце Туркменистана. Это больше, чем концерт, это диалог, это дружба, это вера в то, что красота и гений способны изменить мир. И такие события золотыми буквами вписываются в культурную летопись Ашхабада.